А теперь об этих и других событиях подробнее. Сегодня в Белгороде ликвидировали последствия крушения самолета. В областном центре прошли тактико-специальные учения. Спасатели, врачи скорой помощи и сотрудники патрульно-постовой службы отрабатывали навыки взаимодействия. Надежда Дурнева расскажет подробности спасательной операции. По легенде, в реке Северский Донец, недалеко от пляжа Пескарьер, в связи с неисправностью двигателя терпит крушение небольшой одномоторный самолет. Минут 10 назад над гостиницей пролетело какое-то воздушное судно, похоже на самолет, объятное пламенем, упало прямо где-то напротив гостиницы в озеро. Прогуливаясь вдоль озера, постоялец гостиницы, расположенной на берегу, видит, как терпит крушение самолет. Тут же очевидец происшествия звонит в службу спасения по номеру 112. Буквально через несколько минут к звонившему подъезжает дежурный отряд спасателей. Очевидец дает саму достоверную информацию о происшествии. Ближе к берегу, нет, за бугром просто нету. Ну я вижу, уже все там убивать. Далее все по давно отработанной схеме. Экипаж спасателей на большой скорости и с включенной сиреной движется к месту крушения самолета. В это время сотрудники патрульно-постовой службы оцепляют территорию, чтобы на месте происшествия не оказалось посторонних. Предпринимаем действия к спасению, вызывайте скорую помощь. Пока едет карета скорой помощи, главное для спасателей быстро найти и помочь пострадавшим. По замыслу учений на борту небольшого одномоторного самолета находилось 4 человека. В результате крушения людей разбросало в стороны. При температуре воды в 6 градусов, как сегодня, человек сможет находиться в ней около 15 минут, после чего возможна остановка сердца. А потому, быстро подготовив спасательные шлюпки, к одному из пострадавших плывут 2 спасателей. Всего за несколько минут они преодолевают расстояние в 150 метров. Когда подплываешь к человеку, нужно его вытащить, чтобы не было переохлаждения. Соответственно, уже потом смотришь параллельно, какие у него есть травмы. И сразу начинаешь оказывать. После того, как вытащил на лодку или же на берег, сразу начинаешь оказывать первую помощь. На берегу группу спасателей вместе с пострадавшим уже ждут сотрудники МЧС, чтобы до приезда медиков оказать первую помощь. Недалеко от суши, в камышах, спасатели находят еще одного потерпевшего. Его также на лодке доставляют к берегу. 3-го пассажира разбившегося самолета находят на острове в 50 метрах от суши. Оттуда он подавал сигналы бедствия. Сложности есть в любом деле, но самонастрой и вперед. Трудности, и это все проходит в учении. Это все трудно там. А на деле, как об этом уже думать не нужно. Уже нужно непосредственно думать о том, как спасти человека. 4-го пострадавшего нашли в 5 метрах от суши. Согласно легенде, у него множественные переломы конечностей. Оказав первую помощь, спасатели столкнулись еще с одной проблемой – крутой склон. С помощью альпинистского снаряжения мужчину все-таки вытащили наверх оврага. Одним из препятствий на пути спасателей становится вот этот яр. Каждого пострадавшего аккуратно переправляют через него. Здесь главное не навредить и так уже искалеченному человеку и как можно безопаснее доставить к врачам скорой помощи. Ликвидировать последствия крушения самолета, хоть и условного, белгородским спасателям пришлось впервые. Всего в тактико-специальных учениях в составе поисково-спасательного отряда сегодня приняло участие 21 человек. Спасатели готовы к выполнению задач по предназначению. Сегодняшнее занятие еще раз это подтвердило. Цели данного учения – это закрепление теоретических навыков, предыдущих практических навыков, закрепление для того, чтобы при необходимости могли использовать данные навыки в реальной обстановке. В результате все условно пострадавшие были спасены. Им была оказана необходимая помощь, а спасатели успешно справились с поставленными задачами. Надежда Дурнева, Дмитрий Рема. К этому часу Белгород.